Крупномасштабные реставрационные работы проводятся под девизом «Сегодня стройка, а завтра история». Всем павильонам будет возвращен первозданный вид. К примеру, капители центрального станут, как в 54-м, золотыми. На фасаде реставраторы по сантиметру перекладывают уникальную мозаику главного геральдического украшения здания. А павильон земледелия, который в последние 20 лет медленно разрушался, теперь засияет в новом блеске. По завершении всех работ ВДНХ превратится в грандиозный, самый современный в России музейный образовательный центр. Один из 6 павильонов в главном ансамбле фонтана дружбы народов в центре ВДНХ – павильон Абхазия. Сейчас в нем проводятся масштабные реставрационные работы. Естественно, все эти работы, все эти планы, они стали реальностью благодаря тем, не побоюсь этого слова, беспрецедентным договоренностям с правительством Москвы, которые мы достигли, а именно павильон ремонтируется и реставрируется за счет финансовых средств правительства Москвы. Абхазская сторона будет его компенсировать в течение 47 лет. Хочу заметить, что ни единого процента на это начислено не будет. Думаю, что более выгодных и более мягких для нас условий добиться было бы практически невозможно. Павильон Абхазия раньше был известен под названием «Химия». И мало кто помнит, что изначально у здания было другое название. Тогда, в далеком 50-м году, среди голубых елей и лип, по проекту известных литовских архитекторов здесь возвели павильон Литовской ССР. Архитектура представляла собой сочетание сталинских и национальных литовских традиций. В отделке интерьеров использовались традиционные декоративные материалы – мореный дуб, керамика, янтарь, цветное стекло.